Национальный музей хранит уникальную коллекцию бурятского традиционного костюма. Коллекция формировалась на протяжении 70 лет. И работа была долгой и тщательной. И здесь надо отдать должное нашим хранителям и музейным сотрудникам. В 1933 году республика готовилась отметить десятилетний юбилей образования Бурят-Монгольской автономной социалистической республики. В Улан-Удэ, то есть в Верхнеудинске, в том еще готовилась большая масштабная выставка достижений народного хозяйства, и в том числе там должен был быть отдел этнографии. Тогда еще молодому ученому, сейчас уже известному Сергею Петровичу Балдаеву, Бурнацком поручил собрать каким-то образом коллекцию по этнографии бурят. С этой целью он был направлен в экспедицию в Иркутскую, нынешнюю Иркутскую область, в результате чего он собрал достаточно большую коллекцию по этнографии, в том числе бурятскому народному костюму булагатов и ихиритов. Если рассматривать, допустим, костюм каждого племени отдельно, мы найдем очень много различий. Все-таки одежда – это основной маркер этнической какой-то группы отдельной. Коллекция народного костюма, именно бурятского традиционного, насчитывает на сегодняшний день около 300 единиц хранения. Коллекция такая разнообразная. Сюда входит верхнее платье мужское, женское, сезонное, нарядное, повседневное, детское. Коллекция начала складываться где-то в 30-е годы. Одним из первых экспонатов это были предметы, которые были привезены Сергеем Петровичем Балдаевым в 50-е годы. И вот коллекция Сергея Петровича, она, конечно, уникальна. Женский костюм у забайкальских бурят отличается тем, что составляет целый комплекс. И основным атрибутом именно женского платья является безрукавка. В данном случае безрукавка длиннополая, морин уже. Если вы обратите внимание на цветовую гамму этого костюма, оттенки голубого и синего. Особенностью женского платья именно хори-бурятки является вот такой буф, который образуется при помощи мелкой сборки. Вот. Рукав составной, то есть локтевая часть шьется обычно из ткани контрастного цвета, средняя часть обычно декорируется вертикальной полосой, иногда она заканчивается строчкой, которая делается вручную. Национальный костюм любого народа – это часть его культуры. По традиционному костюму можно судить вообще о том, как живет народ, в каких климатических условиях, чем он занимается, какие у него традиционные виды хозяйствования, какой у него быт, какие праздники, и даже можно судить о его истории. Но какие бы различия в костюмах ни были среди родов, всегда было одно сходство. Национальный костюм бурят, он был максимально приспособлен к суровым климатическим условиям, к холодам, к жаре, и был приспособлен максимально к кочевому образу жизни. Реставраторы, наши хранитель Любовь Филипповна Левитина, Оксана Пертаева, хранитель драгметаллов
Наташа Пакулева, главный хранитель Дугармада Шанимаевна Хубитуева делают большое дело. Но самое главное, в хранительском деле очень важна часть реставрации, да, подготовки экспонатов к выставкам. Здесь представлена безрукавка кударинской хиритки. Она принадлежала Кондаковой Марии, жительнице села Корсаково. Возможно, была изготовлена где-то в начале XX века. Безрукавка изготовлена уже из современного материала. Это такой очень тонкий хлопчатобумажный плис. Нашитые монеты, то есть присутствие металла обязательно должно быть на безрукавке женской. Почему? Потому что когда-то бехеритские женщины были воительницами. И вот такая безрукавочка – это прообраз доспеха, но уже в наше мирное время. Вот. Но здесь мы еще видим и вышивку. Это, конечно, влияние уже русского населения. Здесь такое древо жизни. И сзади элементы, может быть, даже морской волны. Почему? Потому что кударинцы живут почти на берегу Байкала. В фондах нашего музея хранится уникальнейшее платье, которое было приобретено в селе Ингарбой. Покрой платья традиционный, с запахом, глубоким запахом левой полы на правую, застежка с правой стороны. Достаточно интересна здесь линия талии, она очень высокая, украшена машинной строчкой, причем здесь идет свастический орнамент. Здесь интересное украшение, вот такое Г-образное накосное украшение, называется туйба. Две такие тонкие пластиночки, идут трубочки, а здесь она богато украшена кораллом, прочеканена. Ну и гу или гау, медальон с буддийскими вложениями, реликвиями. Здесь представлено женское платье булагатки, демисезонное или в летнее, можно сказать, нарядное. Вообще булагаты и хириты предпочитали в своей одежде такие натуральные цвета, выделанной кожи, меха, овечьей шерсти. Вот. И мы тут видим уже совершенно другой покрой платья. Это традиционное платье. Скорее всего, наверное, здесь присутствует традиция тюркского костюма, народного костюма, с застежкой снизу доверху. Обычная застежка идет посередине, небольшая кокеточка, невысокая кокеточка, и от кокеточки подол собирается в мелкие сборки. Край запаха богато отделывается черным бархатом в данном случае, кружевом. Это натуральный шелк. Украшений булагаты носили не очень много. Все украшение заключалось, вот, допустим, в богатой отделке края безрукавки. Традиционный головной убор булагатских женщин – это такая круглая невысокая шапочка. Здесь она отделана позументом. Это могло быть золотное шитье, либо это могли быть искусственные цветы. Сохранение традиционного национального костюма – это один из способов сохранить культуру и традиции любого народа. Конечно, в последнее время у нас все чаще люди ходят в традиционных костюмах, и очень актуальными становятся знания о том, как шить костюм, например, хоринского бурята, о том, как шить костюм селенгинского бурята, иркутского бурята. Мы делаем для того, чтобы наши будущие поколения, наши потомки имели возможность изучать историю, имели возможность знакомиться, знать и не терять свои корни. Перед нами женское платье цанголки. Особенностями этого платья являются детали декора.
Например, линия талии. Она украшается также накладными вручную сшитыми поясками, которые расположены спереди и сзади. Почему? Потому что у цанголки безрукавочка короткая, поэтому видна спинка. Интересной особенностью этого платья или платья цанголки является то, что боковой левый шов декорирован машинной строчкой. Кроме этого, особо декорируется спинка безрукавки, где можно увидеть имитацию шлицы. И очень интересен боковой шов. Не шьется наглухо, а в двух местах сшивается вручную. Видимо, это рассчитано на беременность женщины. Ее можно увеличивать. Сартулы считаются выходцы из Средней Азии. Когда-то во времена Чингисхана несколько сартульских родов перекочевали на территорию Монголии и остались. Особенным отличием женского костюма сартулки является платок. Комплект украшений, он очень такой традиционный. Опять же, здесь присутствие красного. Красный цвет является защитой. И камни расположены на тех частях тела, которые анатомически связаны именно с грудными железами, защищается лона женщины, чрево и так далее. Дарулга – это головной убор, который характерен для всех племен забайкальских бурят. Длинный рукав длиннее обычного, как у монгольских народов. И в украшении присутствует гау или медальон. Гау – это пришло с буддийской традиции. Защищали медальонами, причем еще из драгоценных металлов, серебро. В буддийской традиции в гау закладывали буддийские реликвии, которые тоже служили защитой. Костюм для бурят – это не просто этнографический элемент или элемент исторической памяти, а в том числе сам костюм представляет еще и уникальную художественную ценность.